В эфире новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. И вот о чем расскажем в этом выпуске. С понедельника, 18 октября, будут повышены тарифы на проезд на паромах через переправу Якутск-Нижний Бестях. Жителям села Бяськёль Горного Улуса доставили животных взамен утраченных при пожаре. Привлечь внимание к изменению климата в арктических территориях с помощью искусства. В столице открылась выставка «Письма Лене». С понедельника, 18 октября, будут повышены тарифы на проезд на паромах через переправу Якутск-Нижний Бестях. Как сообщил генеральный директор управляющей компании «Паромы Якутии» Николай Ефимов, цены увеличиваются ежегодно в период неблагоприятных метеорологических условий. Сейчас перевозками на переправе Якутск-Нижний Бестях занимаются 5 компаний, работают 12 паромов. Предельные тарифы на перевозку на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях в период неблагоприятных метеоусловий были утверждены Госкомцен Якутии в 2016 году, и с тех пор они не менялись. Более 1 миллиона россиян уже переписались через портал госуслуг в первый день проведения всероссийской переписи населения. Такие данные привел на пресс-конференции заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Помимо того, что перепись первая цифровая, она еще и самая экологичная. Вместо бумажных анкет переписчики заполняют форму на планшетах. Если раньше обработка итогов переписи занимала у Росстата 3 года, то сейчас, благодаря внедрению современных технологий, на это понадобится всего 1 год. Участники пресс-конференции призвали активно участвовать население в переписи и по возможности онлайн через портал госуслуг. Это не только удобно, быстро, но и безопасно в период пандемии. Также жителям страны напомнили о безопасности и персональных данных в сети интернет. Во-первых, все-таки не забываем про безопасность своих аккаунтов. То есть используем пароли не раз, два, три, четыре, пять, не QWERTY, а все-таки какие-то более сложные пароли. Это предусмотрено в том числе нашей парольной политике, но тем не менее люди исхитряются. Значит, пароли там компрометировать, там, оставлять на рабочих местах, там, условно говоря, отправлять друг другу, соответственно, в почте, там, в мессенджерах, ну, то есть использовать различные защищенные каналы. Это первый момент. Второй момент. Если говорить о безопасности учетной записи, то в принципе считается хорошим тоном включать второй фактор аутентификации. То есть когда на каждый вход система присылает сообщение, соответственно, с одноразовым кодом, и после этого запускает внутрь. Вот. Ну и, наконец, когда вам приходит сообщение как бы от имени портала госуслуг, но проверяйте ссылки, куда вы переходите. То есть если это приходит сообщение просто на почту, оно, как правило, дублировано в личном кабинете. Отметим, что в первый день основного этапа всероссийской переписи населения принял участие глава Якутии Айсен Николаев и призвал якутян принять активное участие в переписи. Всероссийская перепись населения стартовала и в Нерюнгри. Для того, чтобы правильно формировались бюджеты районов, поселений, рассчитывались нормативы финансирования образовательных учреждений, необходимо провести перепись максимально информативно и точно. Подробности далее. С сегодняшнего дня можно принять участие в переписи, пройдя процедуру на портале госуслуг. В этом случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Отправить данные можно до 8 ноября. А с 18 октября до 14 ноября можно пройти перепись на стационарных участках. В Нерюнгринском районе их будет 22. И третий стандартный способ – это ответить на вопросы переписчика по месту жительства. Все данные будут занесены в электронные планшеты. Просьба всех граждан нашего Нерюнгринского района принять активное участие в переписи населения и с пониманием отнестись к работе переписчика. Важным условием качественной работы является хорошая подготовка переписчиков, которые прошли специальные обучающие программы. У переписчика обязательно должны быть следующие атрибуты. Это бейджик, который подтверждается паспортом переписчика, планшет электронный, информация с которого передается в Росстат, шарф с надписью «Перепись населения 2020», жилет, сумка переписчика. В рамках переписи будет определена фактическая численность постоянного населения в каждом поселении, граждан, которые здесь проживают не менее 1 года. Трудовые мигранты и вахтовики также подлежат переписи. По месту учебы подлежат переписи студенты, по месту службы – военнослужащие. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.
15 октября жителям села Бяськёль Горного Улуса доставили животных взамен утраченных при пожаре. Это 10 телят и 20 кур от ведущих предприятий республики. Доставку провели с соблюдением всех ветеринарных требований. Также по согласованию сторон пострадавшим собственникам, чьи поросята и кролики погибли во время пожара, ущерб возместили сельхозпродукцией в виде свинины, отметил министр сельского хозяйства Александр Атласов. Тем временем доступ в общественные места в республике станет возможным с сертификатом о вакцинации и QR-кодом. Соответствующий указ подписал глава региона Найсен Николаев. Данные условия начнут действовать с 20 октября для театров, музеев, библиотек, домов культуры и других культурно-досуговых организаций. С 25 октября для фитнес-клубов, тренажерных и спортивных залов, а также бассейнов. А с 1 ноября QR-коды будут требоваться для посещения ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Сертификат и QR-код можно получить после вакцинации на портале госуслуг. Также в Якутии усилят темпы вакцинации и контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу. Большую работу предстоит провести и по прививочной кампании от гриппа. Такие задачи глава республики Айсен Николаев поставил на очередном заседании оперативного штаба с главами муниципальных районов и городских округов. Эпидемобстановку Айсен Николаев назвал тяжелой. Так, наиболее сложная ситуация складывается в городе Якутске, Мирнинском, Нерюнгринском, Ленском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском и Намском районах. Также Айсен Николаев анонсировал скорое внедрение механизма финансового стимулирования районов за достижение показателей по вакцинации. 100% вакцинация граждан сегодня достигнута в Колымских районах, Момском, Жиганском и Аллайховском. В этих же районах наименьшее число заболевших коронавирусом. На постоянном контроле Айсен Николаев поручил держать соблюдение ограничительных мер, в том числе обеспечить исполнение нового указа, по которому вводятся QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта. Потребнадзор сократил срок подготовки результатов анализов на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. К другим темам. Социальный контракт как помощь для открытия своего дела. С начала года в Тампонском районе по соцконтракту получили поддержку 130 жителей, которые нашли применение средствам в различных отраслях деятельности. Подробности далее. Легкими, но уверенными движениями мастер Анастасия, она же хозяйка салона ногтевого сервиса, обновляет образ. Молодая мама несколько лет работала в банковской сфере, но после декретного отпуска решила попробовать работать на себя. Благодаря соцконтракту Анастасия смогла приобрести необходимое оборудование и начать свое дело. Благо клиентскую базу она наработала, когда еще трудилась на дому. Здесь мой основной заработок, моя основная работа здесь. И мне нравится, я люблю маникюр, я люблю руки, ногти. Я вообще кайфую от своей работы. Ну, в день у меня также по 3, по 4 клиента. Вот. Если устаю, допустим, то могу записать там 2 и все, и отдыхать, идти спокойно. Год назад свой салон красоты открыла и Анастасия Никифорова. Еще недавно, стоя за прилавком магазина, она даже не думала, что скоро станет востребованной в сфере бьюти-индустрии. Сегодня за процедурами ухода за лицом и телом к ней спешат клиенты со всех уголков района. Женщин, любящих уход, конечно, много. Приезжают у Джибариков, у нас есть клиентки, с Теплого Ключа, с Кискила, в общем-то, с Сайдов даже молодежь. Но вообще средний возраст, конечно, вот после 30 женщины вот любят на себя что-нибудь помазать. Ну, вообще, как бы ухаживают, конечно, за собой. Молодежь, не знаю, молодежь еще, наверное, финансовая сторона. Основные условия социального контракта – среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать величину прожиточного минимума. Также заявитель и члены его семьи не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя либо юрлица на момент обращения и в течение года на момент обращения. Получателями данной государственной социальной помощи на основании социального контракта могут быть малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие граждане. Размер оказываемой социальной помощи до 250 тысяч рублей. На оплату обучения до 30 тысяч рублей. Срок контракта не более 12 месяцев.
В Тампонском районе с начала года выделено 130 квот из федерального и республиканского бюджетов, которые на местах помогают людям с небольшим доходом выйти на качественно лучший уровень жизни. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандака, Тампонский район. Привлечь внимание к изменению климата в арктических территориях с помощью искусства. Такую цель поставила финно-лапландская художница Танья Коистинен и создала выставку «Письмо Лени» в рамках транснационального проекта «Право быть холодным». В экспозиции представлены письма, написанные от руки, и все они адресованы Великой реке. Коллажи, где изображены культурные ценности народов Севера, фотографии и находки, обнаруженные художницей на берегах Лены. Работала Танья над выставкой месяц, который пребывала в Якутии. Будучи связанной с арктической культурой через происхождение, родину и образ жизни, в своей практике художницы исследуют различные идентичности Севера. Посетить выставку можно уже сегодня. Работать композиция в Доме художника будет до конца октября. Мы проводили воркшопы с местными жителями, поднимали вопросы о реке, много обсуждали эту тему и делились своими впечатлениями и размышлениями. Мой родной город находится на стыке двух больших рек, точно таких же больших, как река Лена в Якутии. И я услышала, что местные жители называют реку бабушкой. И это меня очень сильно тронуло и впечатлило. И я думаю, что бабушки очень мудрые носители знаний. Цель проекта – связать художников, которые работают со схожими темами, которые занимаются проблемами изменения климата и сохранением традиционной культуры коренных народов, создать возможность для культурного обмена и создания связей между художниками разных стран. Но в Москве стартовал 3-й международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел руками женщины с участием мастеров народного творчества, ремесленников и дизайнеров. Якутию представляют сразу 2 мастерицы из Абыйского улуса. С их творчеством познакомилась моя коллега Айсена Бурнашова. Лоскутные панно, дамские сумочки, чепраки, женские украшения. Всего около 20 изделий, сделанных своими руками. Особое место на якутском стенде занимает герб Абыйского улуса. Работа – настоящее наследие предков, выполненная техникой кыбытык-тиги. В центре нашего панно находится герб Абыйского улуса, показаны все наследия, чем живут, что добывают. История улуса тоже наглядно отражена. Например, на панно видно Спаса за Шиверскую церковь. Рыбы, утки, яства, все богатства нашей земли показаны в том числе. Творческое объединение АЛГ основано в 2018 году. Это их первое участие на фестивале «Руками женщины». Якутские мастерицы с трепетом относятся к своему ремеслу, знают все секреты старинного искусства и, конечно, охотно делятся знаниями лоскутного шитья миру. У нас кыбытык-тыги никакой народ не шьет, только мы, якуты, только мы это шьем. Это национальная наша, как бы считается, гордость. Вместе с якутянками на фестивале принимают участие женщины из более чем 10 регионов России и 5 стран мира. Главная миссия масштабного события – объединить талантливых мастериц и показать мягкую женскую силу. Мы занимаемся народной дипломатией. То есть мы представляем на международной площадке наших женщин. А наши женщины очень талантливые. И мы слышим обратную связь из-за рубежа, что женщины зарубежных стран с очень большим желанием хотят сотрудничать. Абхазия покорила плетеными изделиями. Ямал удивил поделками из кости. Алтай привез авторские вещи из войлока. Каждый стенд наполнен самобытной культурой. Прикоснуться к народно-художественным промыслам может каждый. Фестиваль продлится до конца этой недели. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу пока вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Не переключайтесь.